Здравствуйте, это телеканал «Россия». И сегодня в нашей студии на наши вопросы отвечает директор Якутской ТЭЦ Вадим Андреевский. Вадим Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Якутской ТЭЦ исполняется 80 лет. Сегодня это самый крупный источник тепловой энергии. Что сегодня находится в зоне вашей ответственности? Ведь помимо тепловой энергии вы также производите и электрическую. Якутская центральная электрическая станция, когда она была введена в работу в 1937 году, она действительно являлась основным источником электроэнергии. И так продолжалось до 1969 года. Максимальная мощность станции достигла 24,5 мегаватта. Но с пуском Якутской ГРЭС произошла смена приоритетов, то есть мы стали теплоэлектроцентралью. И начиная с начала 70-х годов, уже, безусловно, главным направлением деятельности станции стало обеспечение города теплом. И именно с этого периода начинается активное строительство жилищное и производственных зданий. И в итоге на сегодняшний день протяженность тепловых сетей, которые обслуживает Якутская ТЭЦ вместе с сетями водоснабжения, 338 километров. Помимо этого мы продолжаем производить электроэнергию, но это уже совсем другие объемы. По сравнению с Якутской ГРЭС мы являемся достаточно маленьким источником электроэнергии. За годы своего существования предприятие пережило сразу несколько этапов. Это и расширение, переход на газ, модернизация, современная автоматизация. В 2002 году начался процесс перераспределения нагрузок, был сокращен отпуск тепловой энергии. Что это в результате дало? Учет этапов длился достаточно непродолжительное время, примерно до начала 70-х годов. После этого периода, в общем-то, реконструкция шла уже, можно сказать, непрерывно. И развитие теплоцентрали закончилось в том виде, как она сейчас существует, в 1989 году. За эти 20 лет были, с 69 по 89 были установлены 5 водогрейных котлов, магистральные сети, основной объем был сформирован. И к 2002 году, как вы упомянули, сложилась ситуация, когда обеспечение города теплом оказалось, скажем, с некоторыми проблемами. Поэтому в 2002 году как раз вводится новая насосная на Якутской ГРЭС, соединительные сети, коллекторные на Якутской ТЭЦ. И в этот период как раз стало возможным несколько разгрузить Якутскую ТЭЦ, перераспределив нагрузку на Якутскую ГРЭС. И отпуск тепла с ТЭЦ сократился. И в результате была достигнута экономия топлива значительная, около 50 миллионов метров кубических в год. Но качество теплоснабжения улучшилось. А как сегодня на Якутской теплоэлектроцентрале проходит работа по техническому перевооружению? Ждать ли в ближайшем будущем появления или, может быть, смены тепловых пунктов, котлов, котельных? С начала 2000-х годов, как я уже упомянул, техперевооружение идет непрерывно. Мы заменили газовое оборудование водогрейных котлов на 4 из 5. И продолжаем развитие магистральных сетей. В данное время идет работа по вводу в работу Якутской ГРЭС-2. И все, что сейчас связано с дальнейшим развитием, это основное направление развития подключения мощности НГРЭС-2. Прошлый год, 2016, и этот год проходит под этим знаком. Сегодня эта работа подходит уже к завершению. На Якутской ГРЭС-2 начались комплексные опробования оборудования, и в ближайшее время состоится пуск ГРЭС-2. При этом в ближайшее время, я имею в ближайший год-два, произойдет отключение ряда котельных, как нашей котельной 106-го квартала, так и котельной МУП «Теплоэнергия». И я думаю, что южная часть города активно будет развиваться с подключением уже к источникам Якутскэнерго. Аварии на тепловых станциях в стране в последнее время, хоть и не часто, но все-таки происходит. Как на станции ведутся работы по предупреждению аварийных ситуаций? Стоит ли потребителям опасаться, что в разгар зимы останутся без тепла? В отношении
надежности теплоснабжения. Безусловно, это очень серьезный момент в нашей работе. Мы уделяем огромное внимание этому. У нас идет непрерывная подготовка персонала с целью исключения ошибок в работе. Ведется контроль качества ремонтов для того, чтобы не допустить технологических нарушений по причине неудовлетворительного качества ремонтов. В отношении персонала проводится, помимо контроля работы с персоналом, большой объем тренировок, разработаны всевозможные виды инструкций по ликвидации аварий и планы. Вот, поэтому на сегодняшний день мы подтвердили надежность работы в последние годы и надеюсь, что никаких таких значительных аварий, которые могли бы создать дискомфорт нашим потребителям, не произойдет. Год на станции можно разделить на два периода. Это межотопительный и осенне-зимний. В последнем приоритетной является задача бесперебойного энергоснабжения. Возникали ли в этом году проблемы с подготовкой к отопительному сезону? Текущий межремонтный период 2017 года, как я уже сказал, он очень характерен тем, что это прием мощности от ГРЭС-2. Поэтому основные усилия, конечно, были направлены на это направление. Мы сегодня завершаем работы по планам 2017 года. Сегодня работаем в районе Каландрашвили 25. Приходим туда магистральными трубопроводами ДУ-500 для того, чтобы в будущем году уже переключать котельные. Поэтому этот сезон особенный. Я вот своим коллегам говорю, что не всем в жизни приходится запускать новые станции, и нам выпала такая честь, и мы к этому готовимся. То есть такой исторический этап. Да, это очень такой важный момент в жизни любого энергетика. На Якутской ТЭЦ сегодня работает примерно 500 человек-специалистов. Судьбы многих так или иначе, но переплетены с историей Якутской ТЭЦ. Могу не понаслышке сказать, что отец мой несколько лет отработал на вашей ТЭЦ. Вот общаетесь ли вы с династиями, подсчитываете? Я знаю, что у вас есть музей. Да, у нас в музее есть раздел, посвященный династиям. На сегодняшний день достаточно много, более 2 десятков династий работает на Якутской ТЭЦ, но при этом надо отметить, что династии, они не только работники ТЭЦ, но и это работники предприятия Якутскэнерго. На сегодняшний день династии описываются несколькими фамилиями, но тем не менее есть династии, которые насчитывают уже больше 250 лет общего стажа. Вот. Формируются и новые династии, поэтому процесс, до тех пор, пока Якутская ТЭЦ существует, он будет продолжаться. Я знаю, что и мамы, и папа работали в Якутскэнерго. И это вот характерный пример формирования династии. Коллектив станции также может гордиться и достижениями в других сферах. Ваш коллектив часто становится победителями и призерами в разного рода соревнованиях. Вот несколько слов об этом. К сожалению, между электростанциями внутри энергосистемы соревнований не проводятся, но такое негласное соревнование существует по очередности получения паспортов готовности. То есть это оценка качества подготовки к началу отопительного сезона. На протяжении последних нескольких лет мы в тройке. То есть ниже 3-го места из, состава 10 предприятий Якутскэнерго, ниже 3-го места не опускаемся. Вот, поэтому это, достойный результат. Что касается других соревнований, у нас очень много соревнований проходит, конкурсов, наверное, правильно назвать. В частности, сейчас в данное время идет конкурс по энергопросвещению, где наша молодежь создает проекты по энергопросвещению, энергобезопасности. И эти проекты оцениваются, и пока по результатам 4 этапов мы лидируем в этом конкурсе. Проходят соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, где мы традиционно в лидерах, по крайней мере, на 1-2 месте. Соревнования по спартакиады проходят у нас, где мы тоже, в общем-то, в числе лидеров.
Вадим Васильевич, ну вот позади 80 лет предприятию. Что впереди? Какие планы строите на ближайшую, может быть, долгосрочную перспективу? Мы намерены закончить модернизацию нашего газового оборудования, водогрейных котлов. У нас остался всего один котел. Рассчитываем на то, что в результате мы получим автоматизированную систему управления процессом производства тепловой энергии непосредственно на источнике и сможем максимально увеличить производительность труда. У нас и так сегодня по сравнению с 70-ми годами котлы пускаются кнопкой, то есть нажатием одной кнопки котел включается в работу. Вот. Но планируем, чтобы еще и анализ работы оборудования производился автоматизированным способом. Мы, безусловно, будем продолжать развитие системы централизованного теплоснабжения, и перспектива подключения южной части города, она очень такая устойчива, значит, тем более в связи с появлением новых резервов мощностей Якутской ГРЭС-2. Планируем ввести на Якутской ГРЭС пиковую котельную. Ну, это в большей степени, конечно, относится к самой Якутской ГРЭС, но наши специалисты тоже там будут участвовать. Вот. Ведется сейчас очень большая работа по диспетчеризации, то есть чтобы в режиме онлайн получать информацию со всех объектов тепловых сетей, требуется оснащение этого оборудования современными технологиями, устройствами для передачи информации. И эта работа сейчас в полном разгаре. 80-летие юбилею Якутской ТЭЦ состоится 7 ноября. Сейчас у вас есть возможность обратиться к вашим коллегам и поздравить их с предстоящим юбилеем. Уважаемые ветераны Якутской ТЭЦ, уважаемые коллеги, от души поздравляю вас с наступающим юбилеем, 80-летием нашего предприятия. Уважаемые ветераны, вами проделана огромная работа, благодаря которой мы сегодня серьезное предприятие теплоснабжения, у нас устойчивое развитие, те традиции, которые заложены первыми энергетиками города Якутска и продолжены вами, мы, безусловно, будем продолжать. И преемственность поколений, которая сложилась за долгие годы, она дает надежду на то, что Якутская ТЭЦ будет устойчиво развиваться и становиться все более современным и оснащенным предприятием. Я хочу пожелать всем и коллегам, и ветеранам здоровья. Хочу пожелать успешной работы, безаварийной и благополучия в семьях, чтобы работа приносила радость, а осознание того, что мы делаем благородное дело, приносило удовлетворение. С праздником вас, дорогие коллеги! Вадим Васильевич, спасибо, что вы пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Вам спасибо. Я напомню, на студии сегодня был директор Якутской ТЭЦ Вадим Андреевский. Всего доброго и до свидания.